День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Бетонная плита обрушилась на детей в Якутске. Один ребенок погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Вирусы взялись за старая осень. Сезон респираторных заболеваний и роста COVID-19. Расскажем основные методы профилактики. В селе Чапаево стартовал финал кадрового конкурса «Якутия вперед». 25 участников будут рекомендованы в управленческий резерв республики. Сухой фонтан и 13-метровый СРГ. В Якутске началась реконструкция площади Ленина. Все работы планируют завершить к лету следующего года. Гастроли, премьеры, живая музыка. Амурский театр прибыл в Якутск с 8 спектаклями. Страшная трагедия развернулась в Якутске по улице Автодорожная в начале недели 19 сентября. Там трое детей пострадали в результате обрушения бетонной плиты. Один ребенок, 9-летняя девочка, погибла, остальные пострадавшие находятся в больнице. Что стало причиной трагедии, выясняла моя коллега Саргалана Неустроева. Одна девочка вот залезла, она начала шататься, и из-за того, что равновесия не было, вон там они залазили, и где-то 4 ребенка залазили, и из-за этого она упала в ту сторону. Значит, наверху вот это вот ходили 3 человека, трое, прыгали, ходили. По плите. Да, и под ней девочка была. Вот, и в момент, когда она упала, вот под ней девочка оказалась, и двое еще убежали куда-то. Когда мы с другом на качеле качались, тут были 5 детей. Вот эта штука на них упала. 2 убежали, а 3 остались под ним. Мы подняли, 2 выжили, и одну через 30 минут мы увидели, и она уже умерла. Игрушки, конфеты, цветы гвоздики и маленький венок в форме сердца. На месте, где трагическим образом оборвалась судьба 9-летней девочки, был организован стихийный мемориал. Данное происшествие, которое случилось здесь, иначе как роковой случайностью не назовешь. Бетонная плита, обрушившаяся прямо на играющих неподалеку детей, принадлежала то ли старой лестнице уже несуществующего магазина, то ли была частью самостроя, неизвестно. Ответ на данный вопрос могли бы дать в управляющей компании «Домостроитель», однако общаться с представителями СМИ предприятие отказывается. Впрочем, от комментария отказалась и управа округа, мотивируя свое нежелание выстроить диалог с журналистами, идущим следствием. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи Следственного комитета проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. А между тем, состояние одного из пострадавших ребенка оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время юный пациент пребывает в отделении реанимации. Врачам пришлось произвести оперативное вмешательство. 2 других детей получают медикаментозное лечение и, как надеются специалисты, в скором времени полностью оправятся от полученных травм. Девочка и мальчик состояние ближе к удовлетворительному. А девочка 7 лет, состояние тяжелое, находится в реанимации. Так как она получила оперативное лечение, состояние соответствует тяжести проведения оперативного лечения. Ориентировочно, девочка, которая лежит у нас с небольшой травмой, на днях, наверное, выпишется, а остальные дети еще будут получать лечение соответственно стандартам. В качестве предупреждающих мер на срочном совещании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение проинспектировать все объекты, вызывающие опасения граждан – жилые дома, стройки и разного рода неустойчивые конструкции. Необходимо нам оказать материальную помощь, психологическую помощь всем пострадавшим. Во-вторых, были даны поручения всем службам, управам города, муниципальным предприятиям, чтобы провели у себя на территориях визуальные осмотры, технические осмотры всех конструкций, которые могут иметь потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения города Якутска.
Только для принятия решительных действий со стороны администрации города понадобилась не одна трагедия. Ранее на этой неделе такое же трагическое стечение обстоятельств унесло жизнь еще одного человека. На территории речного порта при обрушении от сильного порыва ветра рекламного щита погибла женщина 1965 года рождения. Горожане обеспокоены. Неизвестно, когда кто-то еще станет жертвой халатности уполномоченных органов. Резонансная история о гибели ни в чем не повинного ребенка заставила местных жителей делиться своими историями о таких же готовых рухнуть в любой момент конструкциях у жилых домов. К примеру, крыша вот этого подъезда жилого дома в 202-м микрорайоне уже изрядно износилась и требует ремонта. Находиться под ней не то что страшно, опасно. Сегодня осень у нас, да? Дождь прошел, вот посмотрите. Тут, во-первых, вот все сгнило вот тут, да? Посмотрите. И она уже на честном слове держится уже. Когда-нибудь обвалится, что-нибудь случится здесь, да, кто будет ответственность нести? Вот мы сейчас предупреждаем вот через телеканалы и через видео, да? И это будет как предостережение. Мы уже предостерегаем. Уже время такое пришло, что вот-вот обвалится. Хотя бы эту надо снимать краном и заменять или что-то делать. Осталось лишь надеяться, что принятые властями меры действительно положат конец этой лотереи, главным призом которого станет жизнь и здоровье. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Без тепла до сих пор остаются 4 социальных объекта в Якутии в связи с ремонтными работами. 3 школы в Нерюнгринском и Булунском районах, а также детский сад в Якутске все еще не работают. Об этом сообщили в ходе заседания по отопительному сезону с участием первого заместителя правительства региона Дмитрия Садовникова. Зампред дал поручение контролировать сроки ремонтных работ и как можно быстрее сдать объекты. Кроме того, во время заседания было выявлено, что в микрорайоне Марха без тепла остаются 4 жилых дома. Опять же в городе Якутске, в микрорайоне Марха, где от кадетской школы были отключены 4 частных дома. Сегодня представитель муниципального образования взял в работу и надеюсь, что он эту тему завершит, как говорится, с предложением либо подключением, либо предложением альтернативного выхода из сложившейся ситуации. Определенный недогляд со стороны властей городского округа города Якутска получился. С 1 августа вступили в силу изменения в постановление правительства республики о стандартах для расчета субсидий населению на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг. Если ранее субсидии рассчитывались на основании нормативных объемов потребления коммунальных услуг, то с августа расчет субсидий производится также в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, но на основании фактически начисленных платежей в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, при этом с применением тарифов. Напомню, по республике установлен максимальный порог оплаты семьи за жилищно-коммунальные услуги. Доля дохода, которую семья самостоятельно оплачивает за ЖКУ, равна 15%. Если норматив холодной воды 6,264 куба, мы ранее умножали на количество проживающих, умножали на тариф и начисляли субсидии. Сейчас с 1 августа мы берем фактические начисления. Использовал человек 5 кубов воды, 5 кубов умножаем на тариф, и получается размер субсидии. Естественно, также и горячая вода, водоотведение и другие виды услуг. Реконструкцию инфраструктуры 5 аэропортов в Якутии завершат в 2023 году. Так, будут сданы в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Якутска, а также Уснеры и Черского, объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный. Как отметил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, в прошлом году силами Ространсмодернизации досрочно были завершены работы в аэропортах Белая гора, Сангар, Хандыга и Депутатский. Реконструкция ВПП в аэропорту Якутска находится в высокой степени готовности. Этот международный аэропорт – основной транспортный узел Якутии. На его долю сегодня приходится более 80% от общего объема перевозок воздушным транспортом в регионе.
В Миринском районе завершили капитальный ремонт участка трассы А-331 Вилюй. Ранее участок имел переходной тип покрытия. А в рамках проведенных работ специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 километров с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, провели работы по обустройству трассы, установили 3 водопропускные трубы, 1388 погонных метров барьерного ограждения и 36 новых дорожных знаков. Обустроили стоянку на 7 новых грузовых машиномест, также нанесли горизонтальную разметку. Проведенный капитальный ремонт позволил обеспечить безопасное и комфортное передвижение, увеличить пропускную способность участка и ликвидировать проблему запыленности на дороге. Участок капитального ремонта автодороги Вилюй составил 10 километров. Первый этап в 5 километров мы сдали осенью прошлого года. Сегодня мы открываем второй участок этой автодороги, еще 5 километров. Дорога выполнена с соблюдением всех норм и требований, всех ГОСТов. Также при строительстве этой автодороги было задействовано более 50 единиц разноплановой высокотехнологичной техники. Также в строительстве автодороги принимали участие более 100 человек в двухсменном режиме. На сегодняшний день мы открыли очередные 10 километров, тем самым увеличив протяженность асфальтобетонного покрытия до 20 километров, выполненная нашей компанией за последние 3 года. В Якутске началась реконструкция площади Ленина. Так, вокруг уже установлено ограждение, и подрядная организация приступила к демонтажу старых покрытий. Тему продолжит Мария Кардашевская. Уже совсем скоро площадь, которую якутяне привыкли видеть в концепции еще 50-х годов прошлого столетия, преобразится и обретет новые краски. При этом новый облик доминанты в архитектурном ансамбле города будет отражать национальный колорит. Основная концепция, конечно, данного проекта – это, будем так говорить, сохранение, объединение архитектурного ансамбля, таких символических образов эпоса Ванхо. И, конечно, автор проекта максимально сохранил основную цель площади. Она все-таки является у нас главной площадью республики. На территории площади будут размещены 12 столбов в виде СРГ. Будет фонтан, очень сложная система фонтана. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам. В первую очередь убираются старые плиты, бордюрный камень, асфальтобетонное покрытие. Также снимаются малые архитектурные формы. Идет процесс передачи существующего имущества в службу эксплуатационно-технического обеспечения. То есть скамейки, освещение, все, что на площади находится лишнее. Ограждение будем устанавливать с начала октября и планируем к началу ноября уже полностью оградиться капитальным ограждением. На этот год только демонтажные работы запланированы. Все остальное уже, когда температурный режим в 2024 году позволит, уже начнутся основной этап строительства, земляные работы. Срок полного завершения реконструкции предварительно установлен к окончанию следующего лета. Однако подрядчик не исключает и возможности уложиться к началу международных спортивных игр «Дети Азии». А это значит, возможно, уже следующим летом у горожан появится совершенно новое, современное и уютное место для комфортного отдыха. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Глава Якутии Айсан Николаев поручил проработать вопросы проведения капитального ремонта подъездных дорог к микрорайону «Звездный» в ходе планерного совещания с членами правительства республики. Кроме того, он поручил решить вопрос с определением земельного участка для строительства нового здания летного училища в столице республики. Также были рассмотрены вопросы завершения строительных работ в регионе и реализация нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. В Якутске маршрутные автобусы по проспекту Ленина начнут ездить с ноября. До конца октября должен быть завершен капитальный ремонт центральной улицы города. Об этом сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов. По его словам, для этого должно быть закончено наружное освещение, регулировка светофоров, а также установка автобусных павильонов. В данное время идет установка шкафов управления наружного освещения.
25 новых автобусов на газомоторном топливе поступят в якутскую пассажирскую компанию. На сегодняшний день в столицу прибыло 5 автобусов. Каждый рассчитан на 119 пассажирских мест. До конца сентября поступят еще 10 и столько же в январе 2024 года. Напомню, сейчас в Якутске междугороднем сообщении действуют 100 идентичных автобусов на газомоторном топливе, закупленных к столетию якутской автономии. О том, как проявил себя общественный транспорт, узнавала Марферина Алексеева. Модель автобусов изготовлена специально адаптированной для контрастного северного климата. Позволяет обеспечить комфортную температуру в салоне при экстремально низких температурах, так и в летний зной. По сравнению с пазиком, с обычным, конечно, и тепло, и двойные стекла сразу с завода идут. Печек много установлено. Что еще? Коробка автомат на пазике механическая. Вот, уже удобно. Намного. Ходовка по-другому. Здесь пневмобаллоны, там рессоры. Мягко идет, хорошо. Тяга хорошая, двигателя хорошие. Также автобусы соответствуют требованиям перевозки маломобильных граждан. Здесь есть кнопка вызова водителя. Человек нажимает, водитель выходит с автобуса, помогает, то есть открывает, опускает аппарат, ставится на место, закатывается дальше, различитель поднимается сюда, все, человек закатывается на место. И когда надо человеку выйти, нажимает на кнопку и все. Впервые видим, что предусмотрено место для собаки-поводыря. Раньше такого не видел, честно говоря. Закупленные автобусы работают на газе, тем самым являются более экологичными и экономными в эксплуатации. Только за последние 8 месяцев они сэкономили 138 миллионов рублей. Мы заправляемся на заправке метаном по 22 рубля 30 копеек, то стоимость дистоплива 62 рубля, там средняя. Вот и вся разница. А если брать по расходу топлива, то есть это 1 к 1. То есть если бы стоял дизельный двигатель, расход топлива был бы такой же, в эквиваленте, как и метан. Вслед за общественным транспортом на метан перейдут автомобили медучреждений Якутской и Почты России. Стоит также отметить, что якутяне с 2022 года имеют возможность перевести свои машины с бензина на газ, оплатив всего 10% из стоимости установки. Остальные 90% оплачивает правительство. Возьмем Toyota Probox, например, Toyota Corolla, Lada Granta, те машины, которые сегодня спросом пользуются, например, есть еще ряд других легковых автомобилей. Надо заплатить всего лишь 20 тысяч для того, чтобы перевести свой автомобиль на метан. Во многих регионах платят 60 и более, у нас всего лишь 20 тысяч. Если машина покрупнее, например, УАЗик или Газель, то выходит порядка 40 тысяч рублей. Кто ездит, например, регулярно с Ленска, Мирный, Айхал по маршруту, по сути, ему достаточно регулярно, это 1-2 раза в неделю, ему достаточно 1,5-2 месяцев, чтобы эти затраты окупить. И, соответственно, потом остальные 10 месяцев он уже экономит для своего семейного бюджета. Грубым счетом у нас получалось 400 тысяч рублей экономия по году выходит. Сегодня средняя цена бензина 60 рублей, дизельного топлива 80, а цена метана 20 рублей. При этом расход 1 к 1. Кроме того, обладатели авто на газовом топливе на 50% освобождены от транспортного налога. Сегодня в Якутии 3 центра переоборудования, но до конца года планируется открытие новых. Немножко анонсирую, дайте нам, пожалуйста, месяц. В следующем месяце еще 1 пункт переоборудования появится в Якутске. И вот мы были сейчас в Ленске тоже будет пункт переоборудования, соответственно, создан. На сегодня в республике 10 газозаправочных станций. К 2030 году планируется построить до 40 новых заправок. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Перейдем к другим темам. Оперштаб Минздрава России поручил регионам в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. По словам представителя Минздрава, эпидемическая обстановка в России стабильная. Регионам поручено готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ограничительные меры, в том числе масочный режим, в России вводить пока не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. Однако в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.
Переход от осени к зиме практически всегда сопряжен с ростом показателей по заболеванию острыми респираторными инфекциями. В Алданском районе медики отмечают повышение ОРВИ среди детей и подростков и советуют вакцинирование для профилактики. Подробности расскажет Руслан Павлов. Росту заболеваемости ОРВИ, которые отмечают в Алданском районе, способствует сезонность и промозглая погода. Кроме простуды и гриппа, медики фиксируют и случаи заболевания коронавирусной инфекцией, но уже в новом штамме. На сегодняшний день циркуляция штамма омикрон производится. Это штамм Эрис. Он также, как и омикрон, очень заразен и протекает в форме ОРВИ. Поэтому населению необходимо обращаться с медицинской помощью в больницу, потому что лечение от гриппа, респираторных вирусных инфекций и ковида, она совершенно разная. То есть на основании лабораторной диагностики врач будет ставить диагноз и уже назначать лечение. Первыми в осенний период простужаются дети, для которых начались школьные будни. Здесь эпидемиологи советуют своевременную вакцинацию, так как показатели будут расти. Сегодня отмечается подъем заболеваемости среди детей 7-14 лет, на что стоит обратить внимание. И так как пока грипп к нам не пришел, у нас есть возможность провакцинироваться. Вакцины у нас в достаточном количестве, вакцинироваться надо и взрослым, и детям. И это сбережет наше здоровье как минимум. Учитывая, что регионы все чаще выявляют среди пациентов ковид, медики заостряют внимание на использовании антибактериальных масок и антисептиков для рук во избежании заболеваний и серьезных последствий для организма. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В России вырос спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний и медицинские маски. В первой половине сентября покупатели приобрели 3,5 миллиона препаратов для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний. Траты россиян на эту группу препаратов в общей сложности превысили 930 миллионов рублей. Средний чек на лекарства составил около 340 рублей. Маски обходились покупателям примерно в 55 рублей. Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу существенно не изменился, сохранив в сентябре августовские значения. Прививочная кампания в Нерюнгринском районе также набирает обороты. Все материалы в сюжете наших коллег. В Нерюнгре стартовала кампания прививок против гриппа, в ходе которой вакцинировать планируется не менее 60% населения. На текущий момент в районе наблюдается небольшой рост сезонными заболеваниями, и в первую очередь специалисты связывают это с началом учебного года. Прогноз по эпидемиологическим показателям, он аналогичен прошлогоднему. Рост заболеваемости у нас начинается уже с сентября месяца. И я думаю, что в целом то превышение эпидпорогов, которое, в общем-то, прогнозируется, оно будет как раз формироваться на ноябрьские и декабрьские периоды, когда и будут приниматься основные ограничительные мероприятия. В остальном ситуация пока под контролем, относительно спокойная и позволяет нам работать в штатном режиме. Безусловно, основной группой риска остаются дети. Именно они вакцинируются в первую очередь. По данным Нерюнгринского территориального отдела Роспотребнадзора, поступление вакцины в медицинские учреждения идет по графику. В наличии препараты как для детей, так и для взрослых. Начался прививочная кампания, мы получили вакцину против гриппа. Грипп как такой вовсе не зарегистрируется. Но у нас в последнее время, в связи с тем, что мы хорошо прививаемся, у нас вовсе грипп практически не встречается в нашем Нерюнгринском районе. Теперь мы начали прививать сначала детские сады и в школах. От родителей мы уже согласие получили, и прививочная кампания скоро приступит к этому делу. Мы практически уже начинали прививать. Специалисты отмечают, что важно сделать прививку еще до наступления холодов и роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь на нашем телеканале. Это итоги недели, мы продолжаем.
Правительство России подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранов боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без подачи заявления. Ранее Минтруд объяснил, что участники СВО смогут получать выплаты сразу со дня признания ветераном боевых действий, без необходимости обращаться с заявлением в службы. Раньше для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно было подать заявление онлайн через портал госуслуг, либо лично в отделении соцфонда и в МФЦ, или отправить Почтой России. Качество, многозадачность и уникальные возможности. Андрей Федотов, постоянный представитель республики при президенте страны, осмотрел различные изделия, вездеходы, беспилотники, антитепловизорные костюмы и другие механизмы для участников СВО. По его словам, якутские компании, производящие военное оборудование, стремительно развиваются и уже готовы к серийному производству. Подробности в нашем следующем сюжете. Андрей Федотов ознакомился с дополнительными образцами двойного назначения для обеспечения военных подразделений на территории специальной военной операции, представленными резидентами технопарка. Он отметил серьезное продвижение компании «Хатутент» и его готовность стать резидентом эры инновационного технополиса Министерства обороны, занимающимся всеми инновационными разработками. Это также имеет большое значение и для развития этих компаний уже после победы, после завершения специальной военной операции, потому что здесь отрабатываются технологии, которые, безусловно, будут использованы не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока, Арктического региона. Это важно. Котлы, печки, вездеходы, дроны, обмундирование и даже кресло-коляска с электроприводом для раненых в ходе специальной военной операции были представлены технопарком Якутия. Образцы известные, но отличаются от своих предшественников большим списком уникальных возможностей и работоспособностью при низких температурах для более эффективной и безопасной деятельности военнослужащих. Ну, конечно же, это нужно дорабатывать наши уже изделия, которые мы до этого поставляли в зону СВО. Значит, резиденты получили обратную связь от Андрея Андреевича, он передал какие-то новости там, которые отзывы уже поступили. И будем по этим отзывам сейчас дорабатывать эти изделия, чтобы они еще более эффективно применялись в зоне специальной военной операции. Ведется тесная работа с управлением инновационных разработок, военными институтами и вооруженными силами для наиболее эффективной доработки образцов. При изготовлении компаниями используется высокотехнологичное оборудование. Военная продукция Якутии близка к тому, чтобы войти в государственный оборонный заказ. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске завершился патриотический слет «Юнармия». С 20 по 22 сентября проходил республиканский слет общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие 198 участников из 19 районов и столицы республики. В течение 2 дней юнармейцы состязались друг с другом в различных военно-спортивных дисциплинах. По итогам данного мероприятия первое место занял военно-патриотический клуб «Сокол» Горного района. Второе место – юнармейский отряд «Чурапча» и третье место занял отряд Дома юнармии. Слет ежегодно проводится с 2016 года и входит в комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. На протяжении слета мы заняли 2 место по гиревому спорту. Также была разборка автоматов, строевые элементы с оружием, строевой смотр. В данном смотре, получается, мы принимаем ежегодно почти участие. В прошлом году также мы заняли места по гиревому спорту. Когда видишь, что юнармеец другого района выигрывает, и он превосходит тебя, это намного рождает конкуренцию, во-первых, и не так обидно проигрывать, потому что мы все юнармейцы, дети юнармейский слет. Перейдем к другим темам. В Москве прошло заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра «Север», где принял участие глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что научно-образовательный центр выполнил все качественные показатели за 2022 год. За счет разработанных технологий, патентов и научных публикаций улучшил данные предшествующего года более чем в 2 раза. Ну а по социально-экономическим показателям НОТ «Север» вошел в топовую 4 всех центров мирового уровня. В 2022 году центр запустил 70 технологий, например, одна из них связана с бактериями нефтесорбентов, которые пожирают нефтяные отходы. Бактерии уже начнут применять в Булунском районе на судне «Днепр» в ближайшие дни. Задач у НОТ «Север» на 2023 год тоже много. В следующем году мы перестроим программу 25-30 годов на 2 блока – отраслевой и региональный. В отраслевой блок будут включаться проекты национального масштаба и общих сквозных тематик НОЦ. Данные проекты должны позволить перейти на новый уровень конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий, новых отраслей
технологическое обновление традиционных для России отраслей экономики, увеличение доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. В региональный блок должны также войти проекты, необходимые для пространственного развития наших регионов. Важно не бояться рисковать, брать совершенно авантюрные, невероятные, может быть, проекты, которые могут оказать большое влияние. Так, например, сейчас мы работаем над дирижаблями, которые смогут осуществлять грузоперевозки. Очень разные отношения в северных регионах по отношению к ним, но это не мешает нашему энтузиазму в разработке данных проектов, и мы искренне верим, что получим уже первые образцы дирижаблей однотонников в 2024 году. На границе Якутии и Амурской области в рамках проекта освоения Сылахского угольного месторождения в Южной Якутии появилась крупная железнодорожная станция Талума. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии. Для нас этот проект очень важный. Это совместный проект с Республикой Якутия. Вы знаете, что у нас обсуждается перспектива строительства железнодорожного моста через Амур в районе Джалинда-Махе. И в том числе, вполне возможно, уголь с этого месторождения, Сылахского месторождения, будет отгружаться в том числе и по этому мосту. Сылахский угольный разрез – это большой совместный проект Якутии и Амурской области. В конце 2019 года была получена лицензия. В июле 22-го главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по строительству угольного разреза Сылахский в Южной Якутии. А уже в сентябре того же года в рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония начала работы угольного разреза. По этому году порядка 800 тысяч угля будет добыто. Хороший, качественный уголь, востребован нашими партнерами. И мы ожидаем в следующем буквально году выход уже за 2 миллиона, 2,5 миллиона тонн по добыче. Еще один разрез-миллионник у нас в стране, у нас в республике, у нас на Дальнем Востоке. Пару лет это будет 6,5 миллиона тонн добычи. Опять-таки за этим стоят сотни рабочих мест у нас в Якутии, для наших якутян. За год освоения месторождения проделана поистине колоссальная работа. И уже с 1 сентября этого года первые составы с углем отправились по Байкало-Амурской магистрали потребителям собственной станции Талума на границе Якутии и Амурской области. Основная задача текущего года была это строительство станции. Надо было, кроме того, что добыть еще, решить вопрос с дальнейшей отгрузкой и реализацией угля. 1 сентября мы станцию запустили, первый уголь поехал. На сегодняшний день мы уже отгрузили порядка 46 тысяч тонн. До конца года до 800 тысяч тонн планируем отгрузить угля. Сейчас вот начинаем стартовать, начинаем улучшать условия жизни наших работников на участке. Будем строить общежития для рабочих, ДТР, бытовой комплекс, это уже проектные здания, сооружения. Все материалы уже начинают завозиться. Планируем в первом квартале уже первое общежитие сдать. Угольная станция Талума – это важное звено угольно-логистического кластера, в основе которого Сылахское угольное месторождение в Южной Якутии. И развитие станции в том числе будет продолжено благодаря строительству обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры. На первом этапе грузомощность по отгрузке угольной продукции – это 4 миллиона 500 тысяч тонн угля в год. После сдачи второго этапа мощность увеличится до 6,2 миллиона тонн в год. Это производительность нашей станции будет. По результатам поисково-оценочных работ запасы угля на месторождении Сылахский позволят стать ему одним из крупнейших угольных проектов не только Дальнего Востока, но и страны. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. На базе Малой академии наук стартовал заключительный этап республиканского кадрового конкурса «Якутия вперед». В финал прошли 104 участника из 23 районов республики. Из них только 25 будут рекомендованы в управленческий кадровый резерв региона. Как пройдет финал конкурса, узнавала Виолетта Засимова. Кадровый конкурс «Якутия вперед» пришел на смену предыдущим региональным конкурсам по подбору управленческих кадров «Министр» и «Таланты Якутии». Нынешний конкурс имеет иной формат, а финалисты – сплошь трудоустроенные люди, средний возраст которых 35-40 лет. Часть из них уже с управленческим стажем. Здесь присутствуют люди, во-первых, со всех республики и разных уровней муниципальной власти, государственного, отраслевых направлений. И поучаствовать в таком конкурсе в финале – это уже победа.
О том, что нынешний состав финалистов один из наиболее подготовленных за всю историю проведения кадрового конкурса, отметил во время торжественного открытия министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев. Мы посмотрели, изучили ваши резюме, скажем так, и на самом деле вот из всех, кто выступал ранее, это один из наиболее подготовленных составов. Я сам тоже принимал участие в игре «Министр», принимал участие в «Якутии вперед», принимал участие в деловой игре «Мэр». Вдвойне ответственно выступать перед таким сильным составом. В течение 3 дней заключительного этапа участники пройдут ряд образовательных и развивающих мероприятий, а также командных активностей, где проявят свои личные и профессиональные компетенции. В это время за ними будет наблюдать специальная оценочная команда. Да, они наблюдают, да, и, конечно, отмечают, как повел себя в той или иной ситуации человек, да, как он там в стрессовой ситуации общается с коллегами, там, принимает решения там, в условиях ограниченного, сжатого там, периода времени. Ну, то есть разные управленческие ситуации попадают участники и, соответственно, проявление их уже не получается. А сколько таких оценщиков в этом конкурсе? У нас всего 16 оценщиков. Это часть России? Да, часть федеральная, часть наши местные. На основе наблюдения оценочной команды будет сформирован список из 25 человек, которые войдут в управленческий кадровый резерв Якутии. Также 3 лучших финалистов наградят ценными призами, а каждый участник конкурса получит индивидуальный отчет с рекомендациями по саморазвитию от региональных и федеральных экспертов. Итоги кадрового конкурса будут известны в субботу, 23 сентября. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В креативном кластере «Квартал труда» завершился форум предпринимателей Якутии «Мой бизнес-2023». За эти 3 дня участники форума посетили различные круглые столы, панельные сессии, дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары от ведущих спикеров. Напомню, мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Подробности в следующем материале. Форум предпринимателей посетило около 1500 участников. На 35 площадках выступили 56 спикеров. У участников форума была насыщенная деловая программа. Самая свежая и полезная информация, лучшие предпринимательские практики и новые деловые знакомства. Предприниматели внесли предложение, чтобы совместно с правительством скорректировать государственную политику и задать правильный вектор развития. Сегодня основное предложение – это, конечно, система налогообложения. Мы во время антисанкционного давления по решению главы Республики Саха-Якутия было принято решение о снижении упрощенной системы налогообложения до 1% по доходам и 5% по доходам и расходам в 2022 году. Сегодня для нас малый бизнес – это не просто налоги, это рабочие места, это социальный блок, о которых мы должны заботиться и создавать максимально благоприятные условия, чтобы бизнес и дальше развивался. В рамках форума предпринимателей в торговых рядах Кружала проходит 11-я ежегодная межрегиональная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо». Среди участников ярмарки предприниматели и компании как с республики, так и из Москвы, Алтая, Красноярска, Монголии, Узбекистана и Новосибирска. На ярмарке жители республики могут приобрести натуральные продукты, косметику, изделия из верблюжьей шерсти, якутские сувениры, керамику, ножи ручной работы и многое другое. А также свои товары на ярмарке представили участники конкурса «Лучшие товары Якутии» и проекта «Сделано в Якутии». По сравнению с прошлым годом, конечно, да, цены заметно повысились. Это в любом случае и удорожание бензина, ну и вообще в целом в комплексе все подорожало, и, соответственно, цена на товары, естественно, также и дорожает. Но, несмотря на то, что цены поднялись, да, но все-таки предприниматели сами с большим интересом, инициативой идут и участвуют в выставке и предлагают свою продукцию, товары. В выставке у нас более 30 компаний представлено. Они у нас меняются, каждый день идет обновление. Один день одна компания, на второй день приходит другая. То есть и товары у них у всех интересные, меняются.
Предпринимательство – это движущая сила экономики республики. Сейчас почти 110 тысяч занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство занимают сильные позиции в Якутии. Благодаря предпринимательству решается такая глобальная проблема, как сокращение количества малоимущих путем трудоустройства, повышение доходов и обеспечением занятости населения. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. На сцене Русского драмтеатра имени Пушкина стартовала программа больших гастролей Амурского областного театра драмы. С гастролями в Якутию театр приезжает во второй раз. В 2018 году творческая группа показала 6 спектаклей. Ну а о том, какая программа ожидает зрителей в этом году, узнавала Марфирина Алексеева. Открывает программу великолепная комедия «Слуга двух господ», написанная знаменитым итальянским драматургом и писателем Карло Гальдини. Ой, ну тут же хвостик есть? Ну, значит, точно мой. Это история о ловком слуге Труфальдино, который ради денег работает сразу на двух господ. Характер игривый. Это слуга, который пристроился к двум хозяевам, хочет получать 2 жалования, 2 кормежки, вечно голодный, влюбчивый, за каждой юбкой волочиться. Очень изобретательный при этом, очень изобретательный. В этот раз программа составлена таким образом, чтобы зрители смогли легко переместиться из солнечной Италии в не менее солнечный древний узбекский город Бухару, окунуться в жизнь английского клерка, побывать во французском особняке и насладиться яркими красками российской глубинки времен драматурга Александра Островского, а также проникновенная сага о любви Ромео и Джульетта с эксклюзивными сценическими решениями. Стоит отметить, что все декорации родные привезены из Амурского театра 2 фурами. Это несколько больших кубов, на которых происходит все действие и на которых умирает Джульетта и Ромео. Прием сценографический очень интересный. Надо прийти просто и увидеть это. Я такого Ромео и Джульетты не видала. И там еще принцесса снов, принцесса Мэй. Потому что наш главный режиссер, когда собирался ставить эту постановку, он перечитал несколько переводов оригинала. И некоторые персонажи, которые не входили потом в фильм куда-то. Вот у нас в театральном проекте есть. Не забыли и о самых юных зрителях. Для детей из семейного просмотра амурские артисты привезли 2 ярких спектакля «Тайна Лебединого озера» и «Щелкунчик». «Лебединое озеро». История просто раскрывается немного более современно, что ли. Ну, не то, что современно, а она просто немножко, как дети любят, такая компьютерная, в стилистике таких компьютерных игр, экшен-игр она создана. Я думаю, понравится детям. Почему? Должны посмотреть. По крайней мере, амурские дети обожают, по несколько раз ходят. Это такие достаточно топовые спектакли в детском репертуаре нашего театра. Порадует якутского зрителя и похождения Ходжина Средина. Это веселый музыкальный спектакль рассказывает о последней любви мудрого и неунывающего героя восточного фольклора. Гастроли Амурского театра продлятся до 1 октября. При покупке билетов действует пушкинская карта. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. В Москве презентовали российский фильм «Чужая», который снимали в марте прошлого года на Ленских столбах и Кангаласском мысе. В главных ролях вместе с московской актрисой Анной Слю выступили любыми якутянами Зоя Багананова и Нюргун Бичиген. Фильм рассказывает о столичной карьеристке Дине, которая отправляется на крайний север. Но авиакатастрофа меняет все. В глухой тайге Дину подбирает местное племя, и девушка начинает новую жизнь. Кстати, специально для фильма Нюргун скинул 15 килограммов за 1,5 месяца, а Анна Слю научилась управлять собачьей упряжкой и танцевать сэйджу. Режиссер фильма отмечает, в ленте показан собирательный образ всех народов Севера. Герои даже говорят на вымышленном языке, который специально придумали лингвисты. В российский прокат фильм выйдет 21 сентября. В кинотеатрах Якутии кинолента появится с 28 сентября. В Якутии развит кинематограф. То есть мы ехали и знали, что там уже есть база, к помощи которой мы можем обратиться. У нас потрясающие актеры, это песни просто. Они, кстати, отличаются в лучшую сторону от московских актеров. Они натуральные, они естественные. Они не играют, они живут. И это видно на экране прекрасно.
В Ленском районе прошла спартакиада по адаптивной физической культуре. Мероприятие проходило 2 дня. В первый день соревновались дети, во второй – взрослые. Участвовали жители СУВЗ со всего района. Подробности в материале наших ленских коллег. Первый день спартакиады по адаптивной физической культуре. В спортивном зале «Карат» собрались особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. 45 человек, среди них ученики коррекционной школы, ребята, посещающие спортивный зал адаптивной физической культуры, те, кто ведут активный образ жизни, несмотря на особенности своего здоровья. У нас, на самом деле, эти данные соревнования проходят с 2010 года. Мы не могли, проводить вот так в обширном виде и настолько о себе заявить, потому что у нас не было зала адаптивного физической культуры и спорта. На данный момент он у нас и есть. Мы заявляем о себе, что мы в этом направлении работаем. Перед началом соревнований для ребят ведущие спортсмены Якутии провели мастер-классы по шашкам и шахматам, дартсу, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки и луку. Стрельба из лука я даже не ожидал вот такого ажиотажа. Да? Они вот сразу подошли, потрогали все, очень... У них желание позаниматься, да, узнать что-то новое. Вот. Очень хорошее. Мне очень понравилось. Также ребята поучаствовали в игре «Веселые старты», покидали мяч в кольцо. Я бегала хорошо, у меня есть одноклассницы со мной бегали, и мне очень понравилось. Дети, родители и педагоги остались довольны мероприятием. Моему ребенку нравится ходить на такие мероприятия, но быстро устает. Всем организаторам спасибо, что уделяют нашим деткам внимание. Безусловно, такие мероприятия нужны. Из-за ковида 2 года соревнований по спартакиаде не было. Дети, конечно, в 4 стенах очень скучают. Им нужно общение, нужна социализация. Поэтому я считаю, что не раз в год такое мероприятие нужно проводить, а минимум хотя бы 2 раза в год. И не только для детей-инвалидов, но и для детей ОВЗ. По итогам соревнований все ребята получили грамоты, медали и ценные подарки от спонсоров. Такие игры должны проводиться почаще, конечно, и они сплачивают детей. Во-первых, не только детей, а всех инвалидов. Потому что они, засидевшись дома, они уходят сами в себя. Тут, я думаю, сейчас вот они пообщались, они получили задор бодрости, как говорится. Во второй день соревновались уже взрослые. Участников тоже было более 50 человек. Целые делегации приехали из деревень. Так, с Бичинчинского наследия в спартакиаде приняло участие 9 человек. Ой, я сегодня в шахматах участвовала, конечно, да. Но женщин в шахматах почему-то нету, поэтому я заняла первое место, хотя проиграла всем. Мастер-класс сегодня хороший проводили по теннису. Мне очень понравилось, да. Вот, почаще что-нибудь такое, конечно, да. Ну, мы бы приезжали, конечно, да. И хорошо бы было, чтобы в деревню нам, например, в месяц 1 раз машину выделяли, чтобы мы приезжали. Виталий Абросимов преодолел 100 километров. Он приехал с села Южная Нюя для того, чтобы принять участие в спартакиаде. Мужчина занимается спортом, несмотря на то, что много лет является инвалидом 2-й группы. И потому что мне еще потом далеко идти, мне 100 километров идти до Южной Нюи. Я спортсмен в душе. У меня черепом мозговая травма, но я хожу на ногах. Я уйду. Вот эти вот мероприятия, вот честное слово, это так приятно и так правильно. Светлана Барыбина – одна из активистов общества инвалидов. Женщина старается принимать участие во всех мероприятиях, любых, культурных, массовых, спортивных. Спартакиаду, конечно, тоже не смогла пропустить. У нас сегодня проходили соревнования по многим играм. Я участвовала в дартс, игра в дартс, шашки, и еще собираюсь участвовать в бросок в кольцо. Мы сильные духом, спортивный народ. Стремимся к победе и только вперед. Дартс, шашки, шахматы, стрельба из лука. Эти дисциплины подбирали организаторы с учетом возможностей соревнующихся. Феноменальные спортивные результаты здесь – дело десятое. Борьба шла не с соперниками, а с собственным недугом. Несколько десятков ленчан благодаря спартакиаде доказали себе и другим, что невозможное возможно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.